Санкции фактически отрезали бы российский бизнес от мировой финансовой системы, поскольку большинство международных платежей протекает через SWIFT. Это также усложнит российским нефтяным компаниям обработку своих американских выплат за нефть. Оперативная группа рекомендует разработать процесс, предполагающий отмену санкций лишь в случае, если госсекретарь может подтвердить, что Россия выполняет Минские соглашения, прекращен огонь на востоке Украины, выведены российские войска и восстановлен полный контроль Украины над своими границами. Ну, а с нами сейчас на прямой связи народний депутат України 8-го скликання Владислав Голуб. Вітаю вас. Вітаю. И Да. вітаю, Егора. Витаем. Ну что Добрый ж, день. вы услышали сейчас заявление конгрессменов Соединенных Штатов Америки, которые выступают с предложением ввести вот такие беспрецедентно жесткие санкции в отношении Российской Федерации. Там и говорится об введении санкций относительно Сбербанка, Газпромбанка, много других еще банков, ну и плюс отключение Российской Федерации от международной системы SWIFT. Насколько это реально? Смотрите, идея отключения российской финансовой системы от системы международных финансовых платежей SWIFT, она не нова, она давно уже на самом деле витает в воздухе, ее неоднократно обговаривались. И мы, в частности, как бы там депутаты прошлого созыва, я там в паре поднимал эту тему, что это был бы, наверное, один из самых эффективных санкционных механизмов, потому что это, ну, просто, грубо говоря, остановит любые, банковскую систему Российской Федерации, а, соответственно, повлечет за собой абсолютное ослабление экономики, и тогда, может, действительно те санкции, на которые сейчас наложены на Россию, они действительно сработают. Проблема всей этой истории в том, что я начал читать сегодня этот доклад, там 150, там очень достаточно большой доклад, но это по форме это доклад, то есть это не является законодательной инициативой конгрессменам, это просто, знаете, как мяч в поле, если брать футбольную терминологию, мяч в поле, и как отреагирует общество, американский политикум. Не забывайте, что у них сейчас они находятся в режиме президентской кампании, избирательной президентской кампании, как отреагируют разные стороны на такой месседж. И я не исключаю, что это, скорее всего, такой внутристрановой месседж, как бы для своих избирателей, мобилизация своих избирателей. Но с точки зрения выполнения всех тех обязательств, которые взяла Россия в рамках Минского процесса, возвращение Крыма в суверенитет нашего государства, мое личное отношение, я считаю, что это был бы, наверное, самым эффективным механизмом, если бы удалось бы это сделать. Просто SWIFT — это международная организация, которая зарегистрирована в Бельгии, штаб-квартира находится в Бельгии. И это не американская компания, она выпадает с юрисдикции американских властей, потому они могут просить SWIFT либо же как-то надавить, искать какие-то механизмы надавить на SWIFT для того, чтобы они отключили российские банки и все российские финансовые институции от